В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Под запретом 33 вида деятельности глава Якутии своим указом ужесточил требования к трудовым мигрантам. Как правильно выстроить тайм-менеджмент и какие навыки нужны в век цифровизации? В Якутске начинает свою работу 5-й молодежный экономический форум. В питьевой воде Алдана превышенная концентрация радона. В ситуации разбираются Министерство ЖКХ и Роспотребнадзор. В Москве задержан бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев. Чиновника подозревается в злоупотреблениях в лесной отрасли. Учения бойцов спецназа, сотрудники СОБРа и ОМОНа отмечают годовщину создания отряда «Белый медведь». Неринги готовится принять участников чемпионата республики по хоккею с шайбой. Мигрантам в Якутии запретили заниматься целым рядом видами экономической деятельности. Соответствующий указ подписал глава Якутии Айсен Николаев. Отныне иностранным гражданам, осуществляющим трудовую деятельность на основании патентов, нельзя будет заниматься деятельностью в области права, бухгалтерского учета, архитектуры и инженерно-технического проектирования, в сфере научных исследований и разработок, а также прочей профессиональной научной и технической деятельностью. Всего главой установлен запрет на 33 вида экономической деятельности. В Якутске продолжает свою работу 8-й съезд глав муниципальных образований республики. Сегодня в течение дня делегаты из районов Якутии работали на 3 площадках. Город Комфорт, село Основа жизни и Арктика будущее Якутии. В рамках работы этих площадок делегаты обсуждали ряд вопросов касаемо реализации указов главы региона. Тему продолжит Дмитрий Тымыров. На сессии участники рассмотрели реализацию указов главы региона касаемо инновационного и цифрового развития Якутии. Так, в ряде районов республики начались работы по внедрению и улучшению системы интернет-связи. В Ленском районе, благодаря реализации этого указа, в труднодоступных селах начали проводить интернет. По Ленскому району, конечно, начало уделяться вообще с 2019 года большое внимание. У нас сейчас достигнуто соглашение по району, по всем населенным пунктам по протягиванию оптоволоконной линии связи до каждого населенного пункта. А вот на площадке «Арктика. Будущее Якутии» делегаты отметили, что по цифровизации северных и арктических районов республики в некоторых селах реализация и внедрение этого указа остается открытым. По цифровизации, вот насчет этого, вот у людей там оптоволокно, вот наши соседи собираются от Верхнемунского месторождения вести, да, как сказал министр. А у нас пока насчет этого, ну он же сам сказал же, может да со Скалахом и как-то через это, но связь, конечно, отвратительная. Связь, нам бы, конечно, хотелось, мы понимаем, сразу уже все невозможно, да, но тем не менее в наше время без связи, без интернет-связи невозможно жить. В целом участники площадки «Арктика. Будущее Якутии», а это главы муниципальных образований северных и арктических районов республики, были весьма активны в диалоге с главой региона. Все они поделились своим видением развития этой территории. Будет создано Министерство Арктики, объединить традиционные отрасли. Оленеводство, рыболовство, все ввести в одно министерство. Так будет проще работать. А наше доблестное Министерство сельскохозяйства без этого очень сильно нагружено. Спасибо. У меня вот такое предложение. Я, конечно, поддерживаю насчет развития малой авиации в арктических областях. Но до развития малой авиации это долгий процесс, я понимаю, на самом деле. Я бы попросил обеспечить и возобновить программу обеспечения труднодоступных носlegов и текущих техник. У меня предложение по... все-таки, наверное, нужно рассмотреть вопрос по, значит, чтобы сохранить приказ якутов, кто открыли свои филиалы в наших селах. И это не весь список предложений, внесенных главами арктических и северных районов республики. Глава Якутии Айсен Николаев выслушал пожелания глав муниципальных образований и отметил, что на сегодня нет четкого видения развития арктической зоны республики. В первую очередь сегодня обсуждается вопрос экономического развития Арктики, реализации крупных инвестиционных проектов на территории арктической зоны Российской Федерации. Я дал поручение правительству и Министерству промышленности и прошу вас также, так, если у кого-то есть какие-то идеи по освоению
месторождений полезных ископаемых в вашей зоне, так, то активно на повестке выходить. Потому что проекты нам сейчас нужны. И самое главное, сейчас Юрий Петрович Трутнев, полпред президента на Дальнем Востоке, все эти проекты очень активно поддерживают. Мы сейчас самые разные методы находим для их поддержки. Окончательные итоги работы сессии будут подведены завтра на итоговом пленарном совещании съезда глав муниципальных образований, где и будут определены ближайшие планы работы по внедрению и реализации указов главы региона. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Якутск. О том, что формирование комфортной городской среды – это приоритетная задача всех руководителей муниципальных образований республики, отметил Айсен Николаев на площадке сессии «Город Комфорт». По мнению главы региона, большие финансовые вложения – не основной критерий успеха в создании городской среды. Свидетельством этого является опыт 2 лет реализации программы по комфортной городской среде. Сделав неимоверное вложение, можно построить объект, который в итоге не принесет никакой пользы. Или наоборот, за небольшие средства создать то, что будет интересно каждому жителю. Поэтому мы должны научиться тратить деньги с максимальной пользой для населения, добавил Айсен Николаев. Переселенцы из-за рубежа смогут получить дальневосточные гектары. Такое разрешение дает вступивший сегодня в силу федеральный закон. Воспользоваться таким правом смогут только участники государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. В дальнейшем для оформления земли в собственность им будет необходимо принять российское гражданство. По данным Минвостокразвития России, на сегодня подано почти 130 тысяч заявок на получение дальневосточных гектаров. Около 50 тысяч из них удовлетворено, остальные находятся на рассмотрении. Как правильно выстроить тайм-менеджмент, какие навыки необходимо выработать в век цифровизации? Эти и другие вопросы будут обсуждать участники 5-го молодежного экономического форума в Якутске. В течение 3 дней Высшая школа инновационного менеджмента при главе региона проведет различные панельные дискуссии, форсайт-сессии, научно-технологические и деловые игры. Также участники из 18 районов республики разработают свои проекты и защитят их в конце мероприятия. Основная цель данной площадки – донести до молодежи, что Якутия – часть мира и что регион может повлиять на мировую экономику. С годом консолидации мы придумали такую штучку, как карточки наставничества. Это карточки, получается, председателя правительства, министров республики, руководителей республики. То есть в качестве бонуса участники получат такие карточки, в которых, например, собери 4 карточки, получи бизнес-завтрак с председателем правительства Владимиром Солдовым. Соответственно, мы надеемся, что данные карточки повысят нетворкинг среди участников. Приехала с целью получения новых знаний и умений в сфере тайм-менеджмента. Вот это вот меня больше всего интересует. Прежде всего, как специалиста планово-экономического отдела, то есть планирование своего личного времени. Я считаю, что это сейчас в современном мире одно из самых важных. В питьевой воде Алдана превышена концентрация радона. По этому вопросу в городе прошло совещание Министерства ЖКХ и Роспотребнадзора Якутии. Чем опасен радон и какие меры по чистке воды существуют, в сюжете Татьяны Вахниной. В Алданском районе фиксируется самая высокая... Ситуация по онкозаболеваемости в Алданском районе остается неблагополучной. Эта информация прозвучала на совещании с участием представителей Роспотребнадзора Якутии и специалистов Министерства ЖКХ и энергетики. Одной из причин, вызывающих рак, предположительно названа радиоактивная. В поступающей в систему воде содержится радон – природный инертный газ, являющийся продуктом распада урана. Население потребляет воду с радоном без водоподготовки на данный момент. Потом еще этот газ испаряется из воды, и мы его выдыхаем. То есть через легкие тоже поступает в организм. По химическому составу радон нестабилен. Период его распада на открытом воздухе составляет почти 4 суток. Представители Роспотребнадзора республики дали рекомендации теплоснабжающим организациям о принятии соответствующих мер. Мы предлагаем ресурсоснабжающей организации организовать у себя в существующих емкостях, либо оборудовать новую емкость с аэрацией воды. Аэрация, насыщение воздухом, признана наиболее эффективным способом вывода радона из состава воды. Особое внимание уделялось вопросу обязательной очистки воды в общественных организациях. В детских садах, школах, больницах и социальных учреждениях очевидна необходимость создания радоновых колодцев. Теплоэнергосервис уже
обновил свой план мероприятий по приведению в соответствии с воды нормативным качеством. Это в основном мероприятия по аэрации воды, да, то есть чтобы радон не попадал в жилые помещения, будет принят комплекс мер, который исключить уже после подъема воды со скважины дальнейшее продвижение по трубам воды с содержанием радона. Стоит отметить, что радон в системах водоснабжения выявляется не повсеместно. 3 скважины, в составе воды из которых содержание радона оказалось высоким, были закрыты. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. На сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее на телеканале Якутия-24. В Москве задержан бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев. Чиновника подозревают в злоупотреблениях в лесной отрасли. Учения бойцов спецназа. Сотрудники СОБРа и ОМОНа отмечают годовщину создания отряда «Белый медведь». Нерюнгри готовится принять участников чемпионата республики по хоккею с шайбой. В эфире Якутия-24, и мы продолжаем наш выпуск. Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве в рамках уголовного дела о злоупотреблениях в лесной отрасли. Об этом Интерфаксу сообщил информированный источник. При этом собеседник агентства уточнил, что задержание Ишаева и обыски в администрации Хабаровского края проводятся в рамках расследования одного уголовного дела. По данным агентства ТАСС, сотрудники правоохранительных органов также проводят обыски в офисах членов семьи бывшего хабаровского губернатора. На учебно-тренировочном полигоне Управления Федеральной службы исполнения наказаний прошли соревнования, посвященные празднованию годовщины создания отдела специального назначения «Белый медведь». В состязаниях приняли участие около 30 сотрудников отряда «Белый медведь», ОМОН и СОБР. Подробности в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. Лежа, сидя, стоя и на бегу, бойцы спецподразделений могут вести огонь из любого положения и из любого оружия. Соревнования для силовиков прошли в 3 этапа. В первом этапе снайперская пара ползком выдвигается на огневой рубеж, где стреляет со 100 и 300 метров. Затем они переходят на другие мишени, по которым стреляют из пистолета. Затем они поднимаются на гору, откуда ведут огонь. После поражения целей претенденты бегут к финишу. Все это нужно успеть за 10 минут. Правоохранители продемонстрировали не только меткость, но и скорость, силу и выносливость. Кроме соревнования снайперов, прошли служебный биатлон и стрельба из боевого оружия. Подготовка основная у нас еженедельная. Неделю 2 раза готовимся по снайперским стрельбам. Сегодня у нас сложность заключалась не только по стрельбе, а по физической выносливости. Так была дистанция длинная для бега. Снайпер не только должен метко стрелять, но и физически подготовлен, морально, психологически уравновешенным, спокойствие. Эти соревнования проходят в честь годовщины создания отдела спецназа «Белый медведь». В этом году отряд отмечает свое 28-летие. «Белый медведь» был сформирован 25 марта 1991 года. В период, когда в колониях стало попросту небезопасно служить. Увеличилось количество случаев нападения на сотрудников и захватов их в качестве заложников. Это боевая слаженная единица, которая непосредственно выполняет, как я уже сказал, задачи как внутри учреждения, так и снаружи учреждений УФСИН России по Республике Саха-Якутия. Задачи такие, как по отражению нападений на учреждения, освобождение заложников. В отряде «Белый медведь» 36 бойцов. Все сотрудники прошли строжайший отбор. Сначала проходит собеседование с психологом, да, на морально-психологическую устойчивость. После чего, значит, проходят они ЦПД, ну, значит, тесты, да, там определенные. После этого военно-врачебная комиссия, ну и физическая подготовка. Среди бойцов отряда 2 мастера спорта международного класса, 2 мастера спорта России, а также кандидаты в мастера спорта по различным видам. В отряде несут службу 6 сотрудников, удостоенных права носить краповые береты. Высшей формы отличия военнослужащих спецподразделений. За всю историю отряда этого права были удостоены 13 сотрудников. По итогам все отряды набрали одинаковое количество баллов. И это символично, ведь цель этого соревнования не победа и даже не проверка навыков. Самое главное – это поддержка боевой формы сотрудников спецподразделений. Юрий Осипов, Семен Семенов, Якутск.
Сегодня завершается 14-я республиканская предметная олимпиада вузов России в Якутии. В этом году олимпиада проводилась в дистанционной форме. Начиная с 18 марта во всех районах республики проводились тестовые экзамены по 8 предметам. В олимпиаде вузов России приняли участие 1500 школьников. Результаты станут известны 15 апреля и будут опубликованы на сайте Министерства образования и науки республики в разделе «Абитуриенту». Победителей олимпиады выявит методическая комиссия, состоящая из представителей высших образовательных организаций страны. В этом году у нас немножко меняется статус тех, кто завоевал наибольшее количество баллов. Они получают статус победителя. То есть это победители олимпиады. И во время работы приемной комиссии летом, когда уже будут сданы результаты ЕГЭ, к результатам ЕГЭ будет плюсоваться вот эти 10 баллов победителя. Соответственно, это большая возможность быть рекомендованным в первую очередь на те целевые места, бюджетные места Российской Федерации, которые нам выделяют ведущие вузы и которые подтверждает их учредитель в лице федеральных министерств и ведомств. В Нерюнгринском районе проходит выездная сессия по поддержке предпринимательства. Участники обсуждают вопросы создания благоприятных условий ведения бизнеса в районах республики путем консолидации общественных и политических сил, бизнеса и власти всех жителей республики. К чему пришли, узнавала наш корреспондент Екатерина Павлова. Круглый стол с представителями бизнес-сообщества и предпринимательства на тему Института развития и бизнес-точки взаимодействия прошел для местных предпринимателей, молодежи и граждан, желающих открыть свое дело. Участники обсудили актуальные вопросы предпринимательской деятельности, налогообложения, механизмы государственной поддержки, применение кассовой техники, коммунальные и энерготарифы и получили индивидуальные консультации по интересующим вопросам. У Нерюнгринского района очень хороший потенциал для развития малого и среднего предпринимательства. На территории района действующая территория опережающего развития. Активно развивается крупный бизнес, и непосредственно должен зарождаться и развиваться и малый бизнес, который будет обслуживать население, обслуживать эти крупные компании своими услугами. Делегация встретилась и с резидентами школьного бизнес-инкубатора, где юные нерюнгринцы представили экспертам свои бизнес-проекты. На базе средней школы номер 15 в Нерюнгре бизнес-инкубатор был создан в прошлом году для пропаганды предпринимательства среди молодежи, обучения навыкам предпринимательства и воспитания экономически грамотных и инициативных молодых людей. Они знают, что такое резюме, они знают, что такое маркетинг, что такое реклама, пиар-ход. Они знают, что такое себестоимость, выгодно или нет, потому что предпринимательство – это самозанятость, это дело, которое ты открываешь с целью получать прибыль. Резидент школьного бизнес-инкубатора, ученица 11 класса Валерия Селезнева, в дальнейшем планирующая заниматься предпринимательской деятельностью, продвигает свой первый бизнес-проект «Школьный кинотеатр». У нас зима холодно, а гулять не вариант, и, скажем так, дома сидеть в большой компании тоже не вариант. И кино достаточно дорогое, это получается у нас в городе от 400 рублей, примерно. Поэтому мы решили, если в школе есть необходимое оборудование, это проектор, экран, колонки, компьютер, то почему бы не устроить этот кинотеатр в школе? И заодно и время провести, и, скажем так, прибыль. Школьный бизнес-инкубатор – это уникальное место, где можно, обладая желанием, идеями и упорством, начать свой бизнес с нуля, получить консультации специалистов и просто пообщаться с интересными предприимчивыми людьми. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Меньше недели осталось до чемпионата Якутии по хоккею с шайбой. Турнир пройдет в городе Нерюнгри. Какие команды поборются за титул чемпиона республики, узнавал Юрий Осипов. Каждая тренировка как матч. Всего неделя до турнира и расслабляться некогда. Каждый член команды по-своему готовится к выходу на лед. Кто-то музыку слушает, кто-то не слушает. У кого-то есть вообще волосы не трогать перед играми. Такие традиции у каждого хоккеиста есть. Подбадривать команду, настроить только на победу. Все, в принципе. Спортсмены готовятся сами и готовят свое обмундирование. Цел ли инвентарь, заточены ли коньки. То есть, если выйти в ненаточенных коньках, то, естественно, по льду не будешь кататься нормально. Особое внимание уделяется клюшке, то, без чего вообще нельзя представить хоккей. Наношу нижний слой, чтобы мягкость для меня, и обматываю с носочка начинаю. Я начинаю, обматываю полностью перо. Многих кисты полпера обматывают, кому как удобно. Я обматываю все перо. По словам Вадима, такой обмотки он научился еще в детстве и с тех пор придерживается только ее. Зачем вообще надо обматывать клюшкой? Некоторые считают, что это тактическая уловка
и делается для маскировки. Ну, конечно, не клюшки на фоне льда, а шайбы на фоне клюшки. Другие более прагматичны и считают, что это делается для долговечности инвентаря. Есть еще одна теория, что это просто дань традициям. Ведь если раньше это была необходимость, чтобы клюшки служили подольше, то сейчас они намного прочнее. Перед соревнованиями спортсмены проводят на тренировках по много часов. Основная часть, конечно, на льду, но уделяется время и на теоретическую подготовку. Больше всего отрабатывается тактическая составляющая. Сборная Якутска 8 лет подряд не уступает титул чемпиона Якутии, и в этом году спортсмены настроены только на победу. Своим основным соперником хоккеисты считают команду Мирного. Именно с ними они встретились в финале в прошлом году. Я думаю, что это сборная Мирнинского района, потому что они в прошлом году привезли хороших ребят, то есть они уже на протяжении 3, по-моему, лет обыгрывают Нерингри, да, то есть это тоже очень сильный соперник. В этом году ожидаем, что у них состав еще более серьезный будет. Нынешний чемпионат Якутии пройдет в Нерингри с 3 по 7 апреля. Традиционно турнир будет проходить в 2 лигах. В первой вместе с Якутском сыграют команды Мирного и Нерингри. Во второй лиге предварительно сборные Усть-Алданского, Мегино-Кангаласского и Хангаласского УСов. Юрий Осипов, Семен Семенов, Якутск. Телеканал «Якутия-24» следит за развитием событий. Не переключайтесь, оставайтесь с нами и удачи вам.